организатора спорта и видного партийного работника Якутии, моего отца Николая Николаевича Тарского. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Со дня его трагической гибели прошло почти 62 года. Но я чувствую, что память о нем не угасает, а с каждым годом становится все сильнее возрождается. По моему глубокому убеждению, происходит это благодаря стараниям многих людей, истинных поклонников спорта, занимающихся изучением истории развития спорта в Якутии. Также есть люди, которых интересует конкретно личность Николая Николаевича, феномен его деятельности, давшие мощный импульс на много десятилетий вперед для успешного массового развития физической культуры и национальных видов спорта в Якутии. И как следствие, появлению в нашей маленькой республике мастеров международного класса в самых разных видах спорта, и особенно в вольной борьбе и боксе. Считаю уместным все-таки выделить жителей Усть-Алданского улуса и особенно Батагайского наслега. Они всегда являлись зачинателями инициатив по проведению мероприятий, посвященных сохранению памяти о своем великом земляке. Вот и в этот год, год его столетия, именно в Батагайском наследии 31 января текущего года начали отсчет 100 дней до столетия Николая Николаевича Тарского. Они сделали доску с календарными датами и каждый день отсчитывали. И образовали сайт, на котором тоже идет отсчет времени. Сегодня, наверное, там 0 до столетия. А в Парагонцах уже в январе был проведен чемпионат Якутии по вольной борьбе в памяти Николая Николаевича Тарского. Успеха и удачи вам, дорогие земляки, в ваших начинаниях и достижении поставленных целей. Также хочу отметить, что, конечно, Николай Николаевич Тарский был генератором идей и планов, талантливым организатором и руководителем. Но без поддержки единомышленников, их самоотверженной работы, совместной работы, вряд ли за такой короткий срок ему удалось бы совершить такие масштабные изменения. Прежде всего в отношении к физической культуре и спорту, и добиться всесторонней поддержки на всех уровнях общества и Якутии. Рядом с ним, поддерживая его во всех начинаниях и добавляя свои идеи и энергию, стоял Егор Дмитриевич Кычкин, первый секретарь обкома комсомола республики, несомненный лидер молодежи в то время и личный ближайший его друг. Ведь они тогда, в 54-55 годах, были молодыми людьми. Ребята, вы подумайте, молодыми людьми. Отцу было 30 лет, а Егору Дмитриевичу, лидеру комсомола, 25 лет. Возраст, когда море по колено и вся жизнь впереди. У отца был прирожденный талант общения с людьми. У якутов есть поговорка: с детьми ребенок, со старшими взрослый. Николай Николаевич был такой. Он видел возможности человека. Поэтому при подборе кадров рядом с ним оказались и плодотворно работали под его руководством Валерий Пантелеймонович Кочнев, однокурсник отца, специалист по национальным видам спорта и легкой атлетики, преподаватель госуниверситета, основатель музея спорта в Якутии, историограф развития спорта в Якутии. Иннокентий Гаврилович Игнатьев, однокурсник отца, его первый заместитель в спорткомитете, председатель спорткомитета города Якутска, в дальнейшем видный партийный деятель и более 20 лет бессменный председатель Поспредства Якутии в Москве. Я был в этом посредстве в те года и хорошо знаю, что Иннокентий Гаврилович лично и все его сотрудники очень внимательно относились ко всем потребностям якутян. Авиабилеты, музей, гостиница, все было дефицитом, все это обеспечивало Поспредство. Роман Романович Бурнашов,
однокурсник отца, неоднократный чемпион республики по лыжам, преемник отца на посту председателя Республиканского спорткомитета и партийный работник. Василий Гаврилович Румянцев, в студенчестве чемпион Ленинграда по самбо, один из первых тренеров по вольной борьбе в Якутии, впоследствии легенда школы вольной борьбы. Дмитрий Петрович Коркин, в студенчестве тоже был чемпионом Ленинграда по самбо. Собирался быть вообще-то боксером. Но с помощью, значит, Румянцева и